Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В новом районе Сухума завершается масштабная реконструкция парка. Международный день Черного моря. Расскажем о состоянии и значимости важнейшего ресурса для развития государства. В Сухуме на платформе ГУМА с помощью нейросетей презентовали проект «Ожившие полотна». Почему дом номер 8 на улице 30 сентября в новом районе стал лучшим в конкурсе «Чистый двор»? СКБ возбудила уголовное дело по факту осквернения паспорта и герба Абхазии. 30 октября в одном из телеграм-каналов был опубликован видеоролик, снятый бывшим гражданином и уроженцем Абхазии Ахрой Хасая 2008 года рождения. По данным его матери, в настоящее время он проживает во Франции. На видео Хасая умышленно и демонстративно поджигает паспорт гражданина Абхазии и совершает действия, направленные на осквернение государственного герба республики. В отношении Ахры Хасая возбуждено уголовное дело. Представьтесь, пожалуйста. Пшалава Маквала Михайловна. По какому поводу вы были доставлены в здание службы госбезопасности? Меня сегодня привезли в СГБ из-за моего сына Хасая Ахра Георгиевич. Сегодня 30 октября. Он опубликовал в соцсети видео. Там сжег абхазский паспорт и оскорблял абхазский народ. Он всегда был проблемным с детства. Психика у него нарушена была. Всю жизнь я его вывозила, все лечила. Но когда он подрос, в подростковом возрасте, он уже начал себя по-другому вести. За это тоже чуть-чуть у нас проблемы были. Подросткового возраста у него он очень ухудшилось его состояние. Я не смогла с ним справиться. Я решила его в Грузию вывезти. Я взяла Грузию, вывезла его у своих родственников. И там тоже, может, повлияло что-то, и он еще хуже стал. А потом, наверное, сделали документы, и он грузинский паспорт сделал и уехал в Париж. Он в данный момент, где находится в Париже. И я с ним не контактирую, я не могла его воспитать, как полагается. За что прошу прощения моему народу, абхазцам, за его поведение, за его поведение. Пожалуйста, прошу, простите меня. Итоги работы в курортный сезон 2025 года были обсуждены на рабочей встрече представителей Государственного таможенного комитета Абхазии и Федеральной таможенной службы России, которая прошла 30 октября на пропускном пункте Адлер, сообщает пресс-служба ГТК. Участники также обсудили подготовку к экспорту цитрусовых урожаев этого года в Россию и актуальные вопросы совершенствования таможенных процедур на абхазо-российском участке границы. В Ачимчирском районе продолжается модернизация высоковольтной линии МОКВА. В связи с этим ранее введенный график отключения электроэнергии в Ачимчирском районе с 10 до 16 часов продлен. Работы планируют закончить в течение 20 дней при благоприятных погодных условиях. Напомним, что реконструкция МОКВА началась 15 октября. Цель проводимых работ – обеспечение более стабильной работы подстанций МОКВА и Кочара, которые снабжают электроэнергией жителей Ачимчирского района, снижение количества аварийных отключений и улучшение качества электроэнергии. 31 октября отмечают Международный день Черного моря. Для всех стран, которые находятся на Черноморском побережье, оно, безусловно, играет значимую роль, является важнейшим ресурсом для развития государств и стран.
Абхазия не является исключением. Арифа Кабба продолжит тему. В 1996 году 6 причерноморских стран – Россия, Болгария, Румыния, Турция, Грузия и Украина – подписали стратегический план действий по защите экосистемы и проведению совместных природоохранных действий. С тех пор 31 октября отмечается важный экологический праздник – Международный день Черного моря. Его цель – привлечь внимание не только к красотам, но и к проблемам территории – загрязнению вод, незаконной ловле рыбы, просветить насчет распределения отходов, сбора и утилизации мусора. И главной причиной учреждения такого дня стали усугубляющиеся экологические проблемы Черного моря. Ну, в первую очередь они заключались в том, что Черное море – это закрытый морской бассейн с очень незначительным объемом обмена с внешними океаническими водами. И таким образом в бассейне Черного моря со всех рек, которые питают Черное море, проживает больше 110 миллионов человек. И это промышленно развитые районы, стоки которых так или иначе поступают в Черное море. Это и сельскохозяйственные районы с их стоками, связанными с сельскохозяйственным, интенсивным сельскохозяйственным производством. И таким образом усугубляющиеся проблемы Черного моря послужили стимулом, толчком к созданию такого учреждения, такого дня. Если говорить об истории нашего Черного моря, считается, что когда-то сотни миллионов лет назад Мраморное, Средиземное, Каспийское, Азовское и Черное представляли собой единое огромное пространство под названием Тетис. А потом, при образовании Альпийских гор, суша стала подниматься и разделила Каспий с Черным морем. И еще позже пролив Босфор соединил наше море со Средиземным. История Черного моря неотрывно связана со знаковыми событиями в истории человечества. Мифологические мореплаватели-аргонавты, плавая по нему, искали золотое руно. Здесь же совершал подвиги Геракл, а эллины возводили на берегах города. Вспомним нашу Диоскуриаду, на ее месте ныне Сухум, или Гюэнос, сегодняшнюю Ачимчиру, ну или Питиунд, ныне Пицунду. Название нашего моря отдельная и тоже интересная тема. Древние греки называли его Понт Оксинским, черным, негостеприимным. Позже решили, что все же оклеветали море и поменяли название на Понт Евксинское, что означало «гостеприимное море». Современное название «Черное море» было дано пришедшими сюда из Средней Азии кочевыми тюрками, назвавшими его Кара-Денис. Считается, что черным его могли назвать, во-первых, потому что в связи с принятыми в ряде азиатских стран цветовым обозначением сторон света наше море воспринималось ими как Северное море, а значит черное. Другой вариант, почему черное, потому что любой металлический предмет, опущенный в него на глубину более 150 метров, на длительное время становился черным из-за воздействия сероводорода, которое находится на дне Черного моря. Глубины Черного моря хранят много тайн, которые по сей день влекут археологов и историков. Ну а еще Черное море – это одна из главных причин, почему каждое лето к нам едут тысячи и тысячи туристов, чтобы искупаться в его ласковых, прозрачных и теплых водах. Ведь черное оно только в названии. Для нас Черное море имеет очень важное значение, хотя мы не являлись так сказать, соучредителями этого праздника, но мы его отмечаем, потому что Черное море для нас имеет ключевое значение. Оно связано и с нашей историей, и с культурным наследием. Это очень важный с экономической точки зрения пространство черноморское, которое дает нам, с одной стороны, возможность развивать курортно-туристический сектор. Это и рыбные ресурсы, которые являются важной частью экономики нашей страны. И таким образом с Черным морем Абхазия связана очень серьезными, тесными, глубокими связями. И это важнейший транспортный коридор, который дает возможности выхода в открытый мир.
Как раз этот момент стал особенно важным после экологической катастрофы, которая случилась в декабре 2024 года в Керченском проливе после столкновения нефтяных танкеров и разлива мазута в море. Но, как утверждают экологи, и как мы лично убедились этим летом, купаясь в море, нефть берегов Абхазии не достигла. Оно по-прежнему чистое и очень гостеприимное. Знание течений, направлений водных потоков, движение вдоль берегового, значит, потока инертных материалов дает нам основание говорить о том, что эти явления при всей их драматичности, они не затрагивают Абхазию, потому что основные течения направлены в противоположную сторону и уносят все плавающие загрязнения на запад. Поэтому говорить о том, что это событие каким-то образом может оказать влияние на наш туристический сектор, сегодня не приходится. Черное море всегда было и есть, безусловно, источник вдохновения для людей искусством. В частности, всем известны работы художника Ивана Айвазовского, создавшего множество морских пейзажей. Чаще он писал крымские пейзажи, но есть и несколько работ, посвященных Абхазии. Например, «Буря» у берегов Абхазии. Арифа Кабба, Константин Парулуа, Раму Камки, Аля Самичба, Абхазское телевидение. Представители Абхазии принимают участие в марафоне «Знание наука». В делегацию входят преподаватели АГУ, аспиранты, молодые ученые. Марафон приурочен к десятилетию науки и технологий в России. Он проходит 30-31 октября и объединяет более 5000 школьников, студентов, молодых ученых из 80 регионов России и Абхазии. Мы постараемся, что тот наработанный опыт, который уже есть с коллегами из России, обязательно был, конечно, в будущем и продолжен, и, конечно, новые проекты, в которых мы могли бы совместно развивать научный потенциал наших стран. И для нас это большие возможности, большая гордость, что есть такая возможность для наших молодых ученых, что они приезжают, выигрывают эти олимпиады, принимают участие в таких просветительских марафонах и форумах. Так что мы надеемся, что эта работа будет продолжена. Подобные мероприятия, если они будет возможность их провести на территории нашего университета и в целом Республики Абхазия, конечно, это будет мотивировать школьников, студентов, для того, чтобы они связывали свою жизнь с наукой. Это очень важное направление. Я являюсь председателем научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых АГУ, и потому для меня это очень важно. Это очень полезный форум, на котором выступают знаменитые ученые, чиновники, работающие в сфере образования. В том числе проходили сегодня лекции на тему искусственного интеллекта, получили массу полезных знаний, была возможность задать вопросы, за что мы очень сильно благодарны организаторам этого форума. Полагаю, что такого рода мероприятия должны проходить часто, и наши представители должны принимать в них участие. Команда из Сухума стала сильнейшей в 19-й республиканской военно-спортивной игре «Аяйра». Серебро у Гагры, бронза у Чимчиры. В этом году игра была посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Лучшие из лучших были отмечены медалями за личные достижения, став примером для подражания и гордостью своей команды. Школьники состязались в строевом шаге с песней, подтягивании, беге на разные дистанции, стрельбе из лука, разборке и сборке автомата, стрельбе из автомата, метании гранат, перетягивании каната и комбинированной эстафете. Искренне поздравляю вас с завершением республиканского конкурса, республиканских соревнований военно-спортивной игры «Аяйра». Мы очень на вас рассчитываем, дорогая наша молодежь. Мы вас готовим к тому, чтобы вы умом и силой защищали мир в нашей стране. Мир и независимость в Абхазии принесли наши старшие ценой своей жизни. Ваша задача, дорогие участники, это все сохранить. Спасибо за участие, спасибо за искренность и всех удач вам в жизни.
Совсем скоро в новом районе откроется новый сквер. Специалисты из Нижнего Новгорода завершают финальные работы. Благоустройство производится в рамках соглашения о развитии побратимских отношений между Нижним Новгородом и Сухумом. На месте побывала Аэлита Арутюнян. Сквер в новом районе – это место, где каждый желающий сможет с комфортом провести время, поиграть с детьми, совершить прогулку и просто отдохнуть. Жители с нетерпением ждут открытия. Все очень-очень красиво. Елочки, то, что посадили, качели, лавочки. И вообще в целом весь парк очень-очень красиво сделали. Интересная задумка и воплощение в реальность. Все очень красиво, все очень нравится. Спасибо всем. Благоустройство парка идет на хорошем уровне, и мы все радуемся тому, что мы имеем возможность, в ближайшее будущее, вот уже мало времени осталось, как закончить вот это мероприятие, то есть благоустройство парка, мы здесь с удовольствием будем гулять, ходить. Такие работы еще раз подтверждают крепкие и дружественные отношения между Россией и Абхазией. Депутат Народного собрания Астамур Герхеля поблагодарил специалистов из России за участие в проекте. Также отметил его значение для жителей нового района. Искренне хотел бы поблагодарить Нижний Новгород за такой большой вклад, который на новом районе. На самом деле такой большой сквер. Вот мы видим, наблюдаем, как это все реорганизовывается. Огромное спасибо хотел бы этим людям сказать, Российской Федерации, что за такое короткое время они такой сквер, такой парк на новом районе реорганизовывают, делают. Дай Бог им здоровья. А со стороны, как житель нового района, как действующий депутат парламента, я бы хотел бы сказать, мы всегда приветствовали такие отношения. Александр Ростов, собственник компании-застройщика, рассказал, что контракт действует до конца ноября. Такие сроки строители поставили сами, но надеются сдать объект раньше. Сквер спроектирован по всем нашим новым российским ГОСТам. В российском законодательстве очень много ограничений, что нельзя делать, как нельзя делать, в каком месте можно и так далее. Поэтому я считаю, что это будет первый опыт, который мы применили здесь. Это самый густонаселенный район. И лично мое мнение, как такого же горожанина, только в России, Нижнего Новгорода, делать надо там, где больше всего людей, где больше всего востребовано. Поэтому считаю, что это очень важно показать на месте истинно людям, как выглядит красота, как должно быть. Сквер предусматривает игровые площадки для детей, кафе, зоны отдыха, а также все желающие смогут насладиться поющим фонтаном с амфитеатром. Уже проведено озеленение, установлены лавочки, мусорные баки, тактильная плитка, удобная для детских колясок и маломобильных людей. Также Александр Ростов рассказал, что на территории сквера прошли 2 мастер-класса. Эти мероприятия проводятся для студентов, архитекторов и жителей города. Их посетили члены Совета старейшин нового района. На них они узнали про современные способы создания спортивных и детских площадок и о зеленых насаждениях. Галька. К сожалению, мы здесь не нашли, и она приехала из Крыма к вам. Понятно, мы так поняли. Да. Это не место. Да. Кто-то, кто здесь подольше, уже видел, как дети падают, да? И падают очень высоко. Но пока травм нет, локти всех целые, коленки тоже. Поэтому, да, придется терпеть неудобства, придется. Но для такой высоты это единственное решение, которое сегодня применимо. Благоустройство производится в рамках соглашения о развитии побратимских отношений между Нижним Новгородом и Сухумом. Аэлита Арутюнян, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Объявлены победители конкурса «Чистый двор». Ими стали жители дома номер 8 по улице 30 сентября. Проект организован командой Абхазии и столичной администрации. Почему выбор пал именно на этот двор? Чем же он отличился от других претендентов на победу? Узнавала Гугут Савардания. Очаг во дворе жителей дома номер 8 по улице 30 сентября, что в новом районе Сухума, горит всегда. Это место, где соседи дружно собираются за чашечкой кофе, варят мамалыгу в Пасхе, отмечают праздники, играют в домино и нарды. Здесь все благоустроено их силами. Растения, высаженные с любовью, лавочки, белые фигурные ограды. Помогают и дети. Это уже 3-й раз, когда они получают приз за лучшее благоустройство. В этом году совместными усилиями соседи заняли 1-е место в конкурсе «Чистый двор». Мы не сидим без дела, мы все время что-то делаем, благоустраиваем, по мере наших возможностей в данное время.
все были очень рады, дети, взрослые. Двор у нас очень дружный. Это не только сейчас вот к дню, тому, что чистый двор выбирают. Наши соседи, вот вы, наверное, видели, какая Пасха у нас, да? Это не то, что мы мастеров приглашали, кто-то нам что-то делал. Все делали наши мужчины своими руками. Здесь в беседке празднуют дни рождения, организуют детские праздники. Все как у большой, дружной и шумной семьи, рассказывают жители дома номер 8. Есть у нас такой один сосед, Живас Гивевич. Вот это у них организатор всего. Он с детьми все организовывает. Сначала уберут все, потом начинают сценки ставить. Дети многие танцуют, занимаются в разных кружках. И все вот это они приносят в наш двор. Все это показывают друг другу. Ну, в общем, дружнее нету, мне кажется. Мы, в общем, помогали всем взрослым, чем могли. Мы сами хотим, чтобы все тут было чисто. А еще во дворе есть мангал, небольшой бассейн и тренажеры. А если кому-то хочется здоровье поправить, пожалуйста, здесь у нас есть тренажерные, так сказать, приспособления. Вот и все. Вот так живем. Второе место заняли жители улицы Семерджиева, дома номер 142. Третье место досталось жителям дома номер 5 по улице Аржба. И здесь совместными усилиями благоустроены дворы. По словам заместителя главы городской администрации Автандила Сурманидзе, горожане подошли к конкурсу с ответственностью. Главные призы – помощь в дальнейшем благоустройстве. В комиссию вошли сотрудники мэрии, ЖКХ, представители групп «Экологическое благополучие» и культурные ценности. Мы объезжали комиссионно все эти дома, объехали, посмотрели. Все нам очень понравилось, что наши жители, что так отнеслись. На самом деле это было приятно видеть все. Счастливые лица, у них вот есть стимул дальше продолжать вот такие акции. Естественно, мы будем поддерживать вот такие проекты. В 15 дворах я как председатель комиссии комиссионно везде мы объехали, везде посмотрели все. Кто-то красил, кто-то белил, кто-то косил, кто-то цветы сажал, кто-то какие-то растения сажал. Но очень интересно было на самом деле. Хочу поблагодарить наших горожан за то, что они так активно приняли участие. И в дальнейшем мы будем продолжать такие акции. Сейчас вот на 26-й год мы готовим проект. И на будущий год, я думаю, что город полностью примет участие. Даже хотим туда, чтобы в этом проекте, чтобы участвовали частные дома. Конкурс «Чистый двор» был инициирован командой Абхазии и реализуется совместно со столичной администрацией, приурочен ко Дню освобождения Сухума и Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии. Гугут Савардания, Фатима Гергия, Давид Хашик. Абхазское телевидение. Коммунисты Абхазии отметили 107-летие ВЛКСМ, а в рамках празднования коммунисты возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также к памятнику жертвам политических репрессий. После чего состоялся вечер воспоминаний «Не расстанусь с комсомолом». День ВЛКСМ отмечается в конце октября всеми постсоветскими странами. Абхазия с богатой комсомольской историей отмечает 107-й день рождения Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В начале мероприятия коммунисты возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также к памятнику жертвам политических репрессий. Комсомол, как его называли в народе, оставил неизгладимый след в истории Советского Союза и, в частности, в развитии Абхазии. Молодые люди активно участвовали в строительстве новых городов, промышленных объектов, в освоении целинных земель и реализации масштабных проектов, направленных на развитие экономики и культуры страны. Что комсомол был всегда резервом, достойным партии, которая управляла государством. Что касается абхазского комсомола, то у нас были известнейшие люди, которые с комсомольской работы, получив опыт работы с людьми, переходили на партийную работу. Достаточно сказать, что среди лидеров комсомола многие возглавили Республику Абхазия. В
Вклад комсомольцев в Абхазии в развитие сельского хозяйства, образования, здравоохранения и спорта трудно переоценить. Они были движущей силой многих инициатив, направленных на улучшение жизни простых граждан и процветание республики. Многие ветераны комсомола с теплотой вспоминают годы, проведенные в рядах в ЛКСМ, и гордятся своим участием в строительстве светлого будущего. Общественный и политический деятель Борис Накопия зачитал поздравления, направленные комсомольцам Абхазии от председателя ЦК Коммунистической партии России Геннадия Зюганова. И сегодня мы с гордостью вспоминаем трудовые и боевые подвиги молодежи Абхазии, которые бок о бок с представителями всех республик Советского Союза строили города, поднимали сельское хозяйство, защищали страну в годы суровых испытаний. Комсомол Абхазии всегда был в авангарде, будь то великие стройки, развитие культуры и науки или защита интересов своей земли. И сегодня в непростых условиях вы сохраняете верность идеалам дружбы, интернационализма и справедливости. Несмотря на то, что в ЛКСМ прекратил свое существование в 1991 году, память о нем жива. День в ЛКСМ по-прежнему отмечается как дань уважения тем, кто посвятил свою молодость служению обществу и идеалам коммунизма. Ветераны комсомола, представители общественных организаций и просто неравнодушные граждане собираются в этот день, чтобы вспомнить прошлое, обменяться воспоминаниями и почтить память тех, кто внес свой вклад в историю в ЛКСМ Абхазии. И в суверенной Абхазии традиция государственной поддержки молодежи была заложена на самом высоком уровне. Еще в 1995 году по инициативе первого президента Владислава Григорьевича Арзамба был создан Фонд поддержки молодежи. А в 2005 году президент Сергей уже Васильевич Багапш учредил Совет по молодежной политике. Эти решения стали прямой преемственностью лучших комсомольских традиций. Сегодня Абхазия с уважением и благодарностью помнит о вкладе комсомола и продолжает развивать молодежную политику, опираясь на те вечные ценности, что были заложены в ту легендарную эпоху. Комсомольское воспитание, закалка значит очень много. После распада Советского Союза в период Отечественной войны народа Абхазии ряды абхазских вооруженных сил пополнили молодые люди, бывшие комсомольцы. Комсомольская закалка сыграла хорошую службу в трудный для нашей республики исторический период. Они и своих детей воспитали в патриотическом духе, воинами и защитниками Родины. День в ЛКСМ в Абхазии – это возможность для старшего поколения передать свой опыт и знания молодежи, рассказать о ценностях, которые были важны в их времена – дружбе, взаимопомощи, патриотизме и стремлении к лучшему будущему. Несмотря на то, что время в ЛКСМ прошло, его наследие продолжает жить в сердцах многих людей, вдохновляя их на добрые дела и свершения. Кундашова, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. Проект «Ожившие полотна» презентовали на культурно-деловой площадке ГУМА в Сухуме. По словам руководителя площадки Хиблы Вузба, это не первая попытка оживить картины абхазских художников. Пару лет назад эксперимент провели над картиной Ливарсы Будба. Но с тех пор технологии шагнули далеко вперед, и сейчас ожили 15 картин работы Ливарса Будба, Валерия Гамгия, Хуты Авицба, Венеры Авицба, Александра Чачба Шервашидзе. Нейрокреатором выступил Анри Гумба. Он работал над проектом около месяца. А в скором времени полотна будут транслировать в Национальной картинной галерее. Кроме того, их можно будет посмотреть онлайн. Хотелось бы отметить, что буквально за 2 года насколько сильно шагнули вперед технологии, что тогда, несколько лет назад, это все делалось вручную, механическим способом. Сейчас я не буду в технические детали даваться, но для того, чтобы оживить, в кавычках, одно полотно, команде понадобилось около 2 месяцев. И это было очень непросто. Но сейчас наш мир шагнул сильно вперед, и с помощью искусственного интеллекта наша команда смогла в лице Анри Гумба, который, есть такое новое слово, которое мы все учим,
нейрокреатор у нас есть в стране. Андрей Гумба — это, наверное, главный член команды сегодня. И мы, когда мы готовились к фестивалю Апсны, который проходил в сентябре в Москве, это был юбилейный 5-й фестиваль абхазской культуры в Москве, в саду Эрмитаж, при поддержке руководства Московской абхазской диаспоры и лично Беслана Родионовича Агрба, мы предложили ему реализовать этот проект и презентовать его на этом фестивале. И вот 21 сентября для 25 тысяч гостей этого фестиваля этот проект впервые был презентован и воспринят очень тепло, но абхазской публике он еще не был представлен. И сегодня вот этим камерным вечером мы хотели бы сначала показать его вам, а потом уже отправить видеоверсию на телевидение и в открытом доступе разместить его в интернете. Завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Выборы пройдут в следующую субботу, 8 ноября. Только в одном из округов, Илырском, их перенесли на 6 декабря. В установленный срок там не зарегистрировался ни один кандидат. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидрометцентра, 1 и 2 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 19-24 градуса. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.